Доброе утро, дорогие телезрители. Мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24 и НВК Саха. В эфире «Утро Якутии». В студии Полина Долинская и Руслан Ачиров. На календаре у нас сегодня 12 марта, пятница. Сегодня, по традиции, мы начнем наше утро с бодрой зарядки. Также мы на Масленицу приготовим блины на завтрак. Ну и, конечно же, узнаем последние новости из рубрики «Экономика». Ну и что посмотреть в кино в рубрике «Афиша». Да, и у нас также сегодня будут очень интересные гости. Мы узнаем у кинолога об особенности дрессировки служебной собаки и познакомимся с музыкантом, который выступает на разных площадках столицы. Хотелось бы напомнить, что мы ведем нашу программу в прямом эфире, так что вы можете также отправлять нам на наш номер WhatsApp свои приветы, поздравления, рассказывать интересные истории, делиться приятными событиями своей жизни. Номер нашего WhatsApp 8 914 273 44 88. Да, отправляйте ваши сообщения, делитесь хорошим настроением. Ну а сейчас самое время узнать, что же приготовила для нас погода. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра в центральных районах температура воздуха зафиксирована на отметке 25-30 градусов, в заречной группе 22-35. В южных столбик термометра показал 7-11 градусов, в Вилюйской группе 11-22 градуса мороза. В Нижнеленских похолодало от 22 до 30 градусов, в западных 7-12 ниже 0. В Колымо-Индигирской группе Улусов минус 22, минус 33, а в Янских зафиксировано от 21 до 31 градуса. На северо-западе морозно 23-33 градуса. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 26 градусов мороза, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Штиль. В конце дня небольшой снегопад обещают нам синоптики. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха днем 7-9 градусов. Ну и небольшое дополнение к прогнозу погоды. Буквально вот сейчас поступили данные от ИДДС, что в Ленском районе будет усиление западного ветра порывами до 16-18 метров в секунду. Поэтому будьте осторожны. Ну что же, уборка, игры или коты. Биолог рассказал, какой отдых полезен мозгу. Сейчас в нашей студии находится наш новостной обозреватель Василий Радченко. Василий, доброе утро. Доброе утро. Так, какой досуг полезнее для нашего серого вещества? Эксперт считает, что для восстановления мозга ему нужны процессы, которые простые и тем не менее повторяются. Это, например, уборка, готовка, стирка, спортзал, прогулка. Вопреки расхожему мнению, компьютерные и мобильные игры тоже отлично подходят для этого, а вот просмотр бессодержательных видео, наоборот, ведет к деградации мозга. Привет всем любителям ТикТока и Инстаграма. Ну а теперь главным событиям. В Минстрое назвали значимые факторы для продления льготной ипотеки. Это темпы строительства, поддержка спроса и доступность жилья. Напомним, ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью газете «Известия» назвала 24 региона России, в которых продление ставки в 6,5% прошло бы без негативных эффектов. К слову, Якутия в него не вошла. Свыше 91 тысячи электронных заявлений поступило в отделение Пенсионного фонда России по Якутии за 2020 год. Самой востребованной услугой для пенсионеров в электронной форме стало заявление о доставке пенсии. Кроме этого, по региону за прошлый год на 4,8% вырос размер страховых пенсий по старости, что практически соответствует уровню инфляции. Пенсия неработающих граждан выросла на 6,2%. Минтруда Якутии запустил весеннюю сессию проекта Банка России «Финансовая грамотность для старшего поколения». Для граждан предпенсионного и пенсионного возраста пройдут бесплатные дистанционные занятия. Они продлятся до 23 апреля. Слушатели узнают, какими приемами чаще всего орудуют мошенники, познакомятся с основами безопасного инвестирования и узнают, как защитить свои права потребителя финансовых услуг. Лекторами выступят сотрудники Банка России, занятия пройдут в онлайне. В районе туристического кластера «Северная мозаика» на Табагинском мысе в следующем году откроется круглогодичный детский центр отдыха «Полярная звезда».
По информации региональных властей, данный проект уже вызвал большой интерес у инвесторов. Так, например, крупнейшая компания «Синергия» покупает в нем долю. Будущий детский центр сможет принимать более 5000 детей в год. Помимо объектов досуга и отдыха, будет работать круглогодичный центр дополнительного технического образования, где дети смогут освоить промышленный дизайн, программирование мобильных приложений, 3D-печать и другие профессии будущего. На площади почти 12,5 тысяч квадратных метров будут расположены 8 корпусов. Из них 4 – это жилые на 90 комнат. Также будет большой спортивный зал, столовая, учебный блок и так далее. Заказчиком являемся мы, Полярная звезда. У нас подписано конституционное соглашение с Республикой Саха-Якутия. В 2019 году, 16 декабря мы подписались. И, соответственно, на проектирование, на создание и эксплуатацию до 2038 года. Генеральным подрядчиком у нас является местная строительная компания, также и субподрядные организации специализированные. Она привлекает тоже местными кадрами, стараемся работать. Рассказать о своем городе и получить приз. В России стартовал конкурс для подростков под названием «Страна открытий». Каждый школьник от 15 до 17 лет может снять видеоролик до 3 минут о своем родном городе или поселке. Познакомить всех с его достопримечательностями, историей и жителями. Мини-клип нужно опубликовать в соцсети TikTok с хэштегом «Страна открытий» и названием города. Таким образом, у якутских школьников появится возможность рассказать о республике всей стране. Работы принимаются до 11 апреля. Главные призы – это туристические поездки. Мы хотим на основании всех тех материалов, которые будут созданы, попытаться реализовать совершенно нового стиля путеводителей. Путеводители от детей ко всем, кому это будет интересно. Это может быть интересно не только детям, потому что, как правило, дети видят то, что от взрослых скрыто. Я думаю, что эти путеводители могут пользоваться интересом и у взрослых людей. У меня к этой минуте все. Передаю слово коллегам. Большое спасибо, Василий. Как мы только что узнали, оказывается, спортзалы помогают восстановлению нашего мозга. Друзья, я предлагаю нам всем взбодриться, восстановиться за всю рабочую неделю и приступить к нашей утренней зарядке. Доброе утро! Меня зовут Воронцов Андрей, я мастер спорта по греко-римской борьбе. Сегодня я проведу для вас утреннюю зарядку. Первое упражнение – наклоны головой. На раз вперед, 2 назад, 3 вправо, 4 влево. Раз, 2, 3, 4. Следующее упражнение – плечевой сустав. Руки к плечам, круговые вращения в плечевом суставе. Вперед, то же самое назад. Руки в стороны, ноги на ширине плеч. Вращение в локтях вовнутрь, наружу. Дальше разомнем таз. Для этого круговые вращения тазом в правую сторону как можно глубже, и плечи остаются на месте. Плечи не двигаются, двигается только таз. Также в правую сторону и в левую сторону. Чтобы доразмять поясничный отдел, сделаем наклоны к правой ноге, в середину, к левой ноге. И прогнуться также к правой, в середину, к левой. Махи ногами. Правой ногой к левой руке, левой ногой к правой руке. Махи ногами вперед, также махи ногами назад. Это была утренняя разминка от меня. Всем хорошего настроения, здоровья, успехов! Ну что, мы сделали утреннюю зарядку. И после нее обязательно нужен правильный завтрак. Обязательно, да. То есть у нас такая здоровая линия продолжается. Но, кстати, я бы хотел отметить, что вот полезным питанием немногие хотят переходить на него, да, потому что оно считается таким постным, как бы не очень вкусным. То есть вкуса там гораздо меньше. На самом деле, это можно сказать, что это больше непривычный для нас вкус. Но, друзья, оказывается, правильное питание тоже может быть очень полезным и вкусным. Сейчас мы узнаем в нашей рубрике «Полезный завтрак» и приготовим мы овсяный блин с семгой.
Доброе утро! Сегодня будем делать овсяные блины с семгой. Для этого нам понадобится овсянка, семга, молоко, овощи, творожный сыр и одно яйцо. Берем овсянку и нужно ее хорошенько растолочь. Для этого берем подсолнечную пленку и скалку и начинаем нещадно ее давить. Готово. Пока убираем в сторонку емкость. Добавляем молока. 2 столовые ложки. И разбиваем одно яйцо. И начинаем все смешивать до однородной массы. Вот такая масса должна выходить у нас. Подготавливаем овощи. Это у нас идет огурцы. Режем. Помидоры. И лист салата. Становится вот дальше. И прямо на нее ложим наш творожный сыр. Овощи. У нас лист салата, огурцы, помидорки и также нашу семгу в любом количестве. И далее сворачиваем в форме кисидили и подаем. Завтрак готов. Приятного аппетита! На такую еду даже вкусно смотреть на самом деле. Абсолютно согласен, даже захотелось попробовать на завтра сделать такой полезный завтрак. Ну а что касается сегодняшнего дня, то 189 лет назад в этот день была впервые представлена платье под названием «Пачка». То есть балет мы уже не представляем без пачки, но вот именно 189 лет назад в этот день была она представлена публике. А какие другие события и даты, связанные с сегодняшним днем, давайте посмотрим в нашей постоянной рубрике. Сегодня Всемирный день против киберцензуры. Всемирный день ананаса. В этот день в 1970 году на Гавайях вывели самый вкусный сорт этого фрукта. 12 марта – День работника уголовно-исполнительной системы России. Сегодня день посадки деревьев. Официальный весенний праздник в Китае и Тайване. Во Франции сегодня проходит церемония награждения премией «Сезар». Это одна из самых престижных наград за успехи в киноискусстве. Считается европейским аналогом «Оскара». Премию вручают по 21 номинации. По народному календарю много примет для охотников. Собака перебежала дорогу, охота пройдет без особенных успехов. Если дорогу охотнику перебежал заяц, к неудачному дню. В 1832 году в этот день в балете впервые использовано платье под названием «Пачка». 12 марта 1918 года Москве вернули статус столицы России. В 1940 году в этот день подписан договор о завершении советско-финской 105-дневной войны. 12 марта 1737 года родился Василий Баженов, русский художник-архитектор, теоретик архитектуры и педагог. В 1863 году в этот день родился Владимир Вернадский, русский естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель. В
12 марта 1946 появилась на свет Лайза Минелли, американская певица и актриса, лауреат премии «Оскар». А 12 марта 1953 года родилась Ирина Понаровская, советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России. В Якутии сегодня 75 лет со дня рождения Геннадия Баишева, одного из организаторов театра танца, народного артиста республики, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, заслуженного артиста ЯССР. Именины сегодня празднуют Макар, Михаил, Нисон, Петр, Прокоп, Сергей, Степан, Тимофей, Юлиан и Яков. По весне обычно очень остро встает такой вопрос и не теряет еще своей актуальности. Именно вопрос касаемо бродячих собак. Вот что с этим делать и как с этим жить на самом деле? Да, наши корреспонденты опросили горожан нашего города по теме вопроса, как решить проблему с бродячими собаками. Давайте посмотрим, что ответили горожане. Как вы думаете, что нужно делать с бродячими собаками? Отлавливают и на передержку. Все, больше ничего. Ой, я их очень обожаю, люблю. Ну, как ловить, стерилизовать, раздавать добрым людям. Создавать какие-нибудь для них приюты. Сейчас я видел по телевизору, что организуют приют, который соответствует там всем нормативам. И надо стерилизовать и отпускать обратно на природу. Пусть бегает. Ну, нужно, наверное, сделать питомники для собак, чтобы они вот так не бродяжничали и для людей опасности не создавали. Российский закон надо менять. И все. Отлавливать, наверное, как-то уничтожать, скорее всего. Может, жестоко звучит, но, наверное, такая необходимость существует. На мой взгляд. Ладно, до свидания. В Якутске началась акция «Дом для друга». Управление молодежи по семейной политике решило возобновить добрую традицию по строительству будок для пункта передержки животных и передать эстафету другим, неравнодушным людям. О том, как все начиналось, в следующем материале Ирины Григорьевой. Гвозди, шуруповерт и несколько досок. В умелых руках обычные доски за полчаса превратились в маленький домик. Несколько лет назад активисты управления молодежи запустили необычный проект. Смастерили собачью будку и передали его в пункт передержки. Эту будку мы сейчас уже почти закончили. Сейчас мы закончим наведем последние штрихи, и мы отвезем ее в пункт передержки бездомных собак. И думаем, что она пригодится. Вот крупная такая собачка сможет туда поместиться. Благородный призыв активистов поддержали горожане. Дом для друга начали строить школы, больницы и различные организации. Будку для друга построили работники одной из клининговой компаний. Горожанка Мира Петровна – одна из тех, кто поддержала идею. Будку мы построили со своими работниками, все вместе и отдали. В пункте передержки в Якутске за 2 года у бездомных животных появилось 142 будки. Благодаря этим домикам животные пережили 50-градусные морозы. Одну за другой пункт передержки начали приносить большие, а главное теплые будки. К акции присоединились школы, больницы и даже чиновники. Вот, например, эту будку принесли со школы номер 10. Здесь содержится около 200 собак. Для бездомных животных ППЖ – это временный дом. Но самому пункту передержки тоже нужна помощь. Не хватает финансирования, чтобы полноценно содержать собак. Строим мы по возможности потихоньку. Есть возможность лишних средств. Мы начинаем там покупать доски, сетку, что-то еще. От стройматериалов, конечно, вообще бы не отказались, потому что в планах расширить побольше. На этих кадрах город Ленск, где от бродячих собак спасается мужчина. А на этом видео Нерингри. Друг человека на улице вовсе не друг. В Якутске приняты срочные меры. Власти города закупают машины для отлова, а также помогают приобрести материалы для стерилизации собак. Несколько лет назад жители нового микрорайона создали сообщество ответственного собаководства. Жильцы выходят на субботники, следят за чистотой на детских площадках и придомовых территориях. Благодаря поддержке управляющей компании жильцы установили таблички. Призыв сообщества простой. Приручил собаку, как максимум отвечай, как минимум убирай. И нас очень удручало санитарное состояние нашего микрорайона.
безответственное отношение собаководов к выгулу на детских площадках, скверах, придомовой территории. И с этой целью мы организовали первый в городе субботник собаководов, на который вышли владельцы домашних питомцев, и они собирали исключительно собачьи экскременты. Дмитрий при прогулке с собакой выходит с пакетом. Легким движением руки он убирает все то, что остается за кадром. Белое на белом. Однако в жизни не так все идеально. Во многих городах местные законы вышли, что вообще собак нельзя выгуливать в неположенных местах. То есть там, где оборудованы площадки для выгула непосредственно, там идут штрафы. Так что у нас, я так думаю, тоже скоро это все будет. Староста Наталья Луковцева твердо уверена, проблема бродячих собак – проблема ответственности, а точнее в ее отсутствии. Но уверена, ситуацию можно исправить, если каждый будет подавать личный пример. Акция «Дом для друга». Передаем всем неравнодушным жителям Якутска. Молодые активисты молодежка ответственно подошли к строительству будки. За полчаса старые доски превратились в чье-то жилище. Активисты решили – продолжим традицию, ведь добрый поступок – это лучший пример. Ирина Григорьева, Семен Семенов, Джулс Иннокентьев, Якутск. Продолжение темы. Что такое ответственное собаководство? Как правильно дрессировать собаку и способны ли собаки читать наши мысли? Об этом и другом мы поговорим с нашим гостем Семеном Ершовым, инспектором-кинологом кинологической группы Северо-Восточного линейного управления МВД России. Также в нашей студии есть еще четвероногие гостья. Ее зовут Жизель. Жизель. Она, по-моему, немножко волнуется. Да, она больше волнуется, чем вы. Вот подскажите, пожалуйста, что на самом деле значит ответственное собаководство? Ответственное собаководство, брать ответственность за собаку, за содержание его, и также, как она будет себя вести в обществе. Потому что бывает случай, что собака бесхозно бегает, хотя имеет хозяина. Тоже это же безответственно идет. Даже я живу, получается, за городом, в частном секторе. И когда сейчас февраль-март, очень много собак уже стаи появилось. И я смотрю, из них где-то из 10 собак, где-то 6-7 сошельников, значит, у них есть хозяин. Опять же, получается, это безответственность каждого. А как люди будут ходить, как дети со школы будут возвращаться, об этом люди могут и не думать. Хотя надо уже, если вы заводите собаку, надо уже об этом думать, как вы будете выгуливать, как ухаживать. И меня спрашивают иногда, я хочу овчарку или какую-то собаку, я видел где-то в фильме там. Я всегда говорю, а у вас есть время, чтобы заняться собакой? А то 8 часов утра едете на работу и в 8 вечера возвращаетесь, я думаю, что вам собака не нужна. Вечером вас увидит, там час поиграйте, и все. А какое-то определенное должно быть время. И для охраны, если вы берете для охраны, то опять же собака должна быть на цепи. Потому что до сих пор у людей идет такая, как сказать, собачья свадьба весной как раз идет с февраля по март. У собак гон начинается, и некоторые хозяева просто отпускают, в частных секторах, просто отпускают гулять. Тоже безответственность. В 2018 году как раз был закон принят об ответственном содержании собак. Получается, там все написано, и с 2020 года это закон работает. Скажите, вы опытный инспектор-кинолог, и по вашему мнению, все ли домашние питомцы способны к дрессировке? И есть ли какие-то основные, можете рассказать даже об основных методиках дрессировки собак? Все собаки, получается, можно всех собак без исключения натренировать, хоть маленькие. Это все равно собаки, как маленькие, большие, и у них потребности такие же. Где-то сложнее будет, где-то полегче будет с какими-то породами. Например, мы тоже отбираем, с кем полегче работать, где-то А так, по идее, они одинаковые, любые собаки. А методики, там основно 6 методик тренировки. Это вкусопоощрительные, это когда лакомство дается за определенное. А механическое, когда принуждение, механическое воздействие на собаку, чтобы выполнила какие-то команды. Контрастный метод, это получается объединение, опять же, лакомства и механического. Метод наталкивания, когда собаку наталкиваешь. Метод
инструментальный метод. Это, ну, как бы свистки, кликеры, получается, вот, этим тренируются. И метод подражания еще есть. Получается, ну, это комплексно, когда много кинологов занимается, ну, как бы собаководов, и там щенки как бы подражают другим собакам, выполняя команды. И как бы в 8-ю я выделил бы общий, ну, как бы объединяет как раз все эти. Мы в основном как бы эти методики как бы, и тренируем собак. Ну, такая. Вот вы пришли сегодня со своим, это партнер или ваша спутница, вот как бы друг или товарищ? Как правильно будет сказать? Ну, как бы юридически, может быть, это спецсредство, но все равно постоянно работаешь с ней, находишься с 8 до 8 вместе с ней, и это уже партнерство. Партнерство да, и коллеги, да? Да, а вот коллеги. расскажите, пожалуйста, про Жизель. Какая у нее специализация и как долго вы вместе сотрудничаете, работаете? У меня как бы закреплены 2 собаки. Есть вот Монтана, восточноевропейская овчарка, и Жизель. Жизель, короче, год и 3 месяца, да. И мы просто сейчас учим. Специализация будет, короче, следовая работа. Она будет идти по следу. Как бы, а она, ну, как бы приобретели, получается, нам передали его Забайкальское линейное управление для дальнейшей службы. А можем мы попросить какую-нибудь простую команду, чтобы... Ну, я как бы покажу. Методика как раз вот вкусопоощрительная, да? Это вот когда вы Да, лакомство. после Вот получается команды, лакомство. да, Да, получается здесь колбаса и как бы сыр, ну, чтобы собака. Жизель, сидеть. Вот. И за выполнение команды, короче, получается, поощряем. Опять же, вот команды лежать тоже. Лежать. То есть вы зажимаете в Ну руке да, вот, поощрение, да, и именно направляете. Да, их, направляет. что вы И это хотели закрепляется, получается, тут 2 получается. Команду даю и вот показываю, потом уже лакомства не будет. И даже без команды просто сидеть. Рефлексом Я у просто, неё уже да, это руку поднимаю, собака сохранится. садится. Лежать, короче, я просто отпускаю вот так руку, и собака автоматически, ну, как бы условный рефлекс вырабатывается, и она ложится. Все, лежите. Лежите. Вообще собака – это как бы уникальное такое животное, и многие собаководы утверждают, что собаки, вот, они способны разные мыслительные команды даже улавливать. Вот. На самом деле это по многолетнему опыту, как вы можете сделать вывод? Это мифы или это действительно факт имеет место? Ну, как бы, больше мифы, наверное, но собака читает человека, это как бы, это факт. И вот сколько мы занимались собаками, есть собаки, которые именно читают хозяина. И когда тренируемся, вот, особенно по наркоте или по взрывчатке, по наркотикам, по войску, да, мы закладку ставим. Если хозяин, ну, как бы кинолог знает, где получается закладка, он как-то даже не хотя, он подсказывает собаке, что будет ну, как бы здесь закладка, и собака как бы обозначает. И поэтому у нас есть такая методика, что закладка заранее не знает вот кинолог. И тогда как бы убираем вот этот именно прогрев, короче, тренировки. И вот еще у меня такой вопрос, так как очень актуальная тема. Сейчас, во время случайной встречи с бродячими собаками, вот правила поведения, как себя вести? Да, вот тут особо таких нету, короче, потому что собаки все разные, темпераменты разные. И, ну, главное, чтобы не растеряться надо. Если собаки уже нападают, если сумка есть, ну, перед сумкой, короче, вперед свою сумку уже держите, чтобы, если собаку кусает, то пускай кусает сумку. И собака же там не будет... То есть лучше как бы закрыться, да? Да, вот необычная собака все равно как бы не будет кусать именно за ногу там или что-то. Если кусает сумку, так будет сумка. Если сумки нет, если идет школьник с портфелем, я думаю, он как бы не успеет его снять. А что тогда лучше? Ну, как тут, да, получается, как бы на помощь вызываю, потому что если стая собак, это очень сложно. Даже взрослые люди, сколько даже, может, видели видео, даже вот лопатами отгонять, а все равно собак как бы окружает и все. Тут именно как бы, ну, главное, что не растеряться надо вот в этом моменте, чтобы не упасть там, как-то вот продолжать борьбу, как бы чем-то отгонять. А бывает то, что если даже собака идет какая-то, ну, люди боятся и начинают дергаться. Собака тоже это воспринимает, может, как агрессию некоторые, и начинает как бы огрызаться там. Вот и из этого тоже конфликт. Ну, опять же, как ответственно собаководство должно быть, как бы, если бродячие, они же как бы раньше хозяева были, а они сейчас как бы просто бегают.
И проблема в этом. Был ли в вашем опыте какой-нибудь интересный случай, связанный с собаками? О, интересно. Может, такой, наверное, больше даже позитивный. Понимаю, что у вас работа достаточно серьезная, но может, что такое был какой-то позитивный момент? Ну, позитивный. Ну, как бы, позитивные бывали, но до этого, как бы, когда у меня первая собака была, я, как бы, особо, что они так ждут, короче, хозяин видны, как бы, я не ожидал, то, что я потом ее забрал в частный дом, вот, и вот она постоянно ждала, как бы, меня. Вот я на работу ухожу, он уже с другой собакой работает. И вот жена заметила, что вот, весь день она не гуляет, возле ворот, короче, спит. И только вот за километр я приближаюсь, как бы машина старая была, и получается машина уже, она знала, что это именно моя машина. И за километр она уже знала, что я еду, и она подбегала, короче, воротами и ждала, как бы там. И меня это очень удивило, что и она не гуляла, даже если вот вместе, только со мной только гуляла, она никогда ни с кем не гуляла, просто лежала и ждала, как бы. Меня это очень удивляло, короче, как бы меня мучает, потому что просто так не радуется жизни, как бы, а тут без меня как бы и не может. Очень хорошая Большое история. спасибо вам. Спасибо. Я напоминаю, что в гостях у нас был наш гость Семен Ершов, инспектор-кинолог кинологической группы Северо-Восточного. Линейного управления МВД России. Управления МВД России. В Нюрминском районе состоялось открытие самого крупного объекта – детского сада на 280 мест. Строительство объекта началось в феврале 2020 года. Основной период строительства совпал с пандемией, но несмотря на нехватку рабочих кадров, строители справились с задачей. Мы сегодня вот на первом этаже будем добирать детей, потому что это цель национального проекта «Демография» – это содействие занятости женщин. То есть маму нам уже могут отдавать детей от 1,5 лет в ясельные группы. Здесь на базе этого детского сада будет у нас открыто 2 группы, то есть с очереди мы будем забирать детей, это где-то 60 детей с очереди. И у нас все равно остается потребность в строительстве тоже таких новых красивых объектов. Новый детский сад имеет общую площадь более 3700 квадратных метров. В новое здание переедут 2 детских сада. С вводом нового объекта в районе удалятся и удастся ликвидировать часть очередей в детский сад. Доброе Прямо утро всем. сейчас, да, кто к нам доброе присоединился? утро. Прямо сейчас к нам присоединился наш новостной обозреватель Василий Радченко, который поделится новостями, которые произошли в нашей стране и в республике. Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил скорректировать стоимость строительства моста через Лену в Якутии. В целом он поддержал проект. За корректировку он обратился к главе Якутии, Минтрансу России, Росавтодору и главгосэкспертизе. Срок в течение 2 недель. Напомним, изначально в паспорте проекта нового моста отмечалось, что капитальные расходы на его строительство составят 77 миллиардов 900 миллионов рублей. Прочее – около 5,5 миллиардов. При этом группа ВИС намерена профинансировать за свой счет собственных средств до 20% его стоимости. С 18 по 19 марта в Северо-Восточном федеральном университете состоится форум «Университеты и развитие геостратегических территорий России». Мероприятие запланировано как драйвер года науки и технологий в стране. Участники затронут наиболее актуальные вопросы развития науки и высшего образования в России. Ожидается участие ректоров всех 10 федеральных вузов. Форум пройдет в гибридном формате. А с 26 апреля по 30 мая пройдет голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в следующем году. Рейтинговое голосование пройдет в 13 населенных пунктах. Это города Алдан, Ленск, Мирный, Нерюнгри, Нюрба, Алекминск, Покровск, Якутск, в поселке Айхал, а также в селах Мая, Намцы, Сунтар и Чурапча. Всего в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году в регионе планируют реализовать 40 проектов по благоустройству. Из них 7 общественных пространств и 33 дворовые территории в ряде районов. В настоящее время все муниципалитеты активно готовятся к голосованию. Сумма средств федеральной субсидии распределяется
и на благоустройство дворов, и на благоустройство общественных территорий. Крупных 7 общественных территорий мы в этом году начали уже строительство. Все торги проведены в конце прошлого года, то есть мы в этом году уже на опережение идем. Это условия Минстроя, чтобы не затягивать, тем более строительный сезон в Якутии очень короткий. Все подрядчики уже определены, мы сейчас ведем активно работу с населенными пунктами, с администрациями, и уже идет закуп оборудования, материалов, графики производства работ уже везде приняты и готовы к утверждению. И уже только как только тепло наступит, подрядчики готовы выходить. Работники органов наркоконтроля отметили свой профессиональный праздник. Наряду с сотрудниками на службу ежедневно заступают и четвероногие. Поиск наркотиков, взрывчатки, стремительные задержания – все эти спецоперации занимали бы гораздо больше времени, если бы не было служебных собак. У кинологической службы Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте с наступлением теплой погоды возобновились уличные дрессировки. Несут службу 5 собак полицейских и полугодовалая немецкая овчарка Эгина. Привезли ее в конце прошлого года из Хабаровска и не прогадали. Щенок оказался невероятно умным и уже показывает первые навыки поиска взрывчатых веществ. Кроме того, собак обучают и на тренировочных площадках. Каждая из них уже умеет преодолевать различные препятствия и выполнять команды тренера. По наркотикам у нас собаки постоянно на обыски ездят, и находят по поездам, на сопровождение тоже, профилактика и выявление тоже наркотических и запрещенных веществ. В аэропорту вы тоже работаете? Да? В аэропорту тоже работаем. Аэропорт, ЖД вокзал и речной порт. Каждый день они работают или как? Да, каждый день. Каждый день заступают и в порту, либо если вызов есть, ездим по вызову ездим. 95 лет отмечает гражданская авиация Якутии. К этой дате обновленная экспозиция Музея истории авиации региона открылась в столичном центре культуры и современного искусства имени Гагарина. Информационные стенды оцифрованы и оформлены с применением современных материалов. Музей не имеет аналогов по экспонатной базе гражданской авиации России. Его фонды насчитывают более 400 единиц хранения. Создан каталог богатого собрания специализированной и художественной литературы, а также видеоархив. Когда я перешел в 2000 году работать в Рижском профсоюзе председателем, пришла идея создать музей. Как создать музей? При поддержке, естественно, хозяйственных руководителей, моральной, вначале финансовой поддержки, но в основном потом материальные издержки нес профсоюз сам. Вначале руководители помогли, ради бога. Весь материал пришлось собрать с нуля. К этой минуте у меня все. Хорошего вам дня. Большое спасибо, Василий. Руслан, я знаю, у тебя есть свой YouTube-канал. Расскажи, о чем он? Если вкратце, то это о внедорожной технике, о различных обзорах, о интервью с интересными людьми, в том числе изобретателями вездеходов. А знаешь ли ты, что с доходов от рекламы на YouTube сейчас ты будешь обязан оплачивать налоги? Да, мне недавно пришло письмо от Ютуба, но вроде как я понял, что это касается не всех. То есть там нужно заполнить сначала определенную форму, но тем не менее с этой темой я еще особо не познакомился. На самом деле IT-гигант Google, согласно законам США, обязан собирать налоги с доходов от размещенной у них, у блогеров рекламы. И подробности мы можем сейчас узнать в следующем сюжете в экономическом обзоре Ивана Лазаренко. Американская IT-компания Google вводит налог для видеоблогеров, включая россиян. Размер налоговой ставки будет составлять от 0 до 30%. Об этом говорится в заявлении компании, прозвучавшем после того, как российские власти объявили о намерении ввести налоги для блогеров, зарабатывающих на рекламе. Удерживать налог с доходов, полученных от просмотра контента американскими зрителями, требует закон США. Поэтому Google будет брать налоги автоматически почти со всех доходов от YouTube с блогеров всех стран.
Налоговая ставка будет зависеть от того, есть ли между странами соглашение об исключении двойного налогообложения. Такое соглашение действует между Россией и США. Для россиян такая ставка может оказаться нулевой, но для блогеров, которые не предоставят компании, продающей рекламу, налоговую информацию до конца мая текущего года, IT-компания повысит ставку до 24%. Самыми высокооплачиваемыми вакансиями на удаленке в марте стали предложения для менеджера по продаже косметологического оборудования и разработчика Java. Так, менеджеру по продажам косметологического оборудования готовы платить до 300 тысяч рублей. Соискатель должен обрабатывать заявки клиентов, оформлять договоры и сопровождать сделки. От кандидата требуется собственная клиентская база по профилю компании. Разработчик Java может ежемесячно получать от 200 до 250 тысяч рублей. Программист 1С Bittrex может рассчитывать на вознаграждение в размере до 140 тысяч рублей. До 120 тысяч готовы платить архитектору паспорта фасада здания. У кандидата должно быть профильное образование и опыт работы от 2 лет. До 100 тысяч рублей в месяц сможет зарабатывать стилист-консультант интернет-магазина. Он должен консультировать клиентов по ассортименту и акциям, вести клиентскую базу, а также заниматься продвижением и рекламой магазина. Программа предоставления льготных кредитов на строительство отелей будет запущена в этом году, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Дагузова. Мы рассчитываем, что программа позволит льготно кредитовать бизнес под 3-5%, заявила глава ведомства. Она пояснила, что сейчас от общего номерного фонда в России только чуть более 10% отелей являются действительно качественными. Льготное кредитование поможет обновить номерной фонд. Авиакомпания «Аврора» до 2024 года получит 45 единиц воздушных судов российского производства, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев. Министр уточнил, что всего парк будет насчитывать 131 воздушное судно, из которых 91 это самолеты и 40 вертолеты. Также он сообщил, что Минтрансом России и Минвостокоразвитием совместно с субъектами Дальневосточного федерального округа определена маршрутная сеть, которая включает 535 социально значимых маршрутов, в том числе 100 маршрутов межрегиональных и 435 местных. Это позволит снизить расходы на выполнение авиаперевозок, выстроить оптимальный оборот воздушных судов, повысить регулярность, обеспечить удобное для пассажиров расписание полетов с максимально возможным количеством стыковок и минимальным временем ожидания рейсов. Личность художника всегда можно определить по произведениям. Кто-то из великих сказал: «Искусство есть не что иное, как продолжение благородства художника». Эти слова подходят для описания личности Спартака Глушкова. Его работы хранятся в Третьяковской галерее, в других музеях России и зарубежных странах, в частных коллекциях, а также в коллекции Национального художественного музея Якутии, с которыми мы познакомимся в рубрике «Музейный гид». Невозможно обойти стороной имя заслуженного художника России Спартака Александровича Глушкова. Основное собрание его произведений хранится в Ярославском художественном институте. Однако в фондах Национального художественного музея Республики Саха-Якутия также хранятся некоторые работы художника. Важным мотивом творчества художника стала тема родного города Ярославля. Неоднократно он показывал красоту и архитектуру Ярославля, подчеркивал его культурное наследие. Также одной из важных тем была жизнь и повседневный быт его современников. Сформировавшись в 1960-е годы как творческая личность, Спартак Глушков очень точно выразил художественную эстетику того времени, когда на смену ложному пафосу, бравурности в искусство пришли теплота, душевность, искренность, когда особое место в творчестве художников стал занимать простой человек и его жизнь. На временной выставке «История любви» представлены 2 графических листа, выполненные в технике цветной линогравюры за авторством художника.
Обе эти работы выполнены в 1979 году. В работе «Кафе» мы видим совсем непритязательную жанровую сценку. На фоне окна с морозными узорами в антураже советского кафе изображены мужчина и женщина. Они пьют горячий напиток, отогреваются за чашкой кофе. Превосходно художник передает атмосферу и дух советского времени, прекрасно подчеркивает моду того времени. Обратите внимание, это и джинсы-клеш у мужчины, и пальто в крупную клетку, и даже сапожки на невысоком каблучке у девушки. И все в этой работе говорит о романтике того времени, романтике советского кафе. Эта работа во многом собирательные образы советских людей того времени. В другой работе она все равно на фоне ярко освещенных магазинных витрин под проливным дождем художник изображает двоих – молодого юношу и девушку. Спутник бережно накинул на плечи девушки пиджак, тем самым оберегая ее от непогоды. Они идут, о чем-то очень увлеченно разговаривают, с интересом слушают друг друга. И кажется, что ничто в целом мире не способно оторвать их друг от друга. Вот в такой простой работе художник передал удивительную прелесть романтики юности. Такие простые, казалось бы, на первый взгляд, но оттого не менее очаровательные, бережно и любовно хранит в фондах Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия. На этой неделе в кинотеатрах стартует новая версия на тему «День сурка», драма для вдумчивых любителей артхауса, российский фильм ужасов и семейное фэнтези про песочного эльфа. С киноновинками недели нас познакомит наша рубрика «Киноафиша». Нет, товарищ майор. Набирай. Смотрите сегодня в кинотеатрах Якутии картину режиссера Дмитрия Кольцова «Рядовой Черин» по мотивам повести Тимофея Сметанина. В мире супергероев он был бы Джокером. Настоящий суперзлодей, бросивший вызов системе. Многомиллионное состояние, возможность по щелчку пальцев организовать любую хакерскую атаку и вооружить небольшую страну. Казалось, он неуязвим. Социальная сеть. Кино с 11 марта. Что? Выходи за меня. Фильм «Бывшая» расскажет о том, как социальные сети и мессенджеры меняют жизнь современного человека. Она не остановится. Неизменным остается только одно. Каждый день бывшего агента спецназа Роя напоминает видеоигру с бесконечным запасом жизней. Но чтобы ее остановить и успеть спасти свою семью, он должен любым способом дойти до главного босса. Но все изменилось. Через 15 лет после вторжения неизвестный вирус угрожает хрупкому сосуществованию дружественных инопланетных гибридов и людей. Мутант Роуз Корли отправится на вражескую планету для того, чтобы помочь спасти человечество. Я скучаю по вождению. Таскер стремительно теряет память, а вместе с ней и жажду жизни. Вместе с другом Сэмом они отправляются в путешествие, в котором Сэм пытается показать Таскеру, что жизнь – это самое прекрасное из чудес. Все области, отвечающие за зависимость, загораются. Фильм «Трафик» расскажет о многогранном расследовании опиоидного кризиса, феномене, от которого пострадали тысячи людей. Проблемы. Какие? Осторожно. Если парень вдруг захочет рассказать, на кого работает, нам всем не поздоровится. А для семейного похода кинотеатры приглашают на приключенческое фэнтези «Сэм. Песочный эльф». Нет! Стопьте ее! Сэм. Песочный эльф. Да что такое? За что вы заперли птиц в коробку? Там еще и зеленые свиньи.
Ну а от кино мы прикоснемся к еще более высокому искусству. Сейчас у нас в гостях артистка Государственной филармонии Республики Саха-Якутия, талантливая Елена Березовская. Доброе утро. Доброе утро. Елена, вот вы музыкант, играете на скрипке, вы выступали на многих площадках города. Есть ли разница между выступлением на улице, на площадях или же в зале? Конечно, большая разница. Восприятие людей совсем по-другому на улице, потому что они могут спокойно, если им не нравится, подойти и сказать тебе, что ты играешь, давай-ка что-нибудь посовременнее или там наоборот, сыграй мне там какую-нибудь душераздирающую мелодию. Могут заказать сами. А на концерте же там по программке, и там в основном классика, в филармонии, в театре. То есть именно попсы, которые я сейчас стараюсь внести в массы, так сказать, инструментальные, такого очень редко, где можно найти в Якутске особенно. А какая была самая необычная композиция, которую заказали на улице? «Синева», наверное, на день ВМФ. Синева. Расплескалась синева, расплескалась, по тельняшкам разлила сибиретом. А как реагируют люди? Вы как бы из этой ситуации выкрутились? Мне написали просто за день до этого дня и сказали, вот ты же завтра играешь, давай-ка это сыграю. Я такая, блин, выучила. И... Получилось, да? Да. Здорово. Там собрались в синих тельняшках. Елена, скажи, а вот как реагируют люди, когда на улице слышат звуки скрипки? Изначально, когда я начала выходить, у меня был очень плохой звук, очень плохая аппаратура, первоначальная, там, колоночка за 3000, скрипка была акустическая и очень дешевый микрофон был. Поэтому реагировали так, негатива тоже достаточно было. Ну и потому что я как проявление какой-то свободы, что ли, и люди так реагировали немножко остро иногда. Иногда говорили, что что ты делаешь, давай я тебе научу на скрипке играть, какой-нибудь прохожий просто. Или там очень громко, не мешай, там туда-сюда. А потом уже на второй год как-то поприятнее стали отзываться. И вот постепенно мы же совершенствуем звук, аппаратуру, и вот электроскрипку я взяла. И уже уши не режет так. И уже мне очень часто пишут, что я никогда не любил скрипку слушать, а сейчас нравится как звучание ваше. Вообще для нашего города это большая редкость, именно уличные музыканты. Как вы думаете, в связи с чем это связано? Я даже не знаю. В других городах, например, в Москве, есть где поиграть. Там метро или какие-нибудь, очень много площадей. В переходах также играют. А у нас и площадей мало, и они, допустим, скверик есть, но он не людный вообще. И как-то не так. То есть на площади играть, мы уже выяснили, что на площади играть нельзя просто так. Поэтому, может быть, с этим связано. Негде играть просто. Вот ученые утверждают, что классическая музыка оказывает благотворное влияние на организм. Да? Он, допустим, может понизить давление или улучшить сон, или помочь расслабиться. Елена, как вы считаете, можно ли игрой на скрипке, например, на корпоративе, на каком-то мероприятии, привить любовь к классической музыке? Я думаю, именно классической. Да. Сомнительная, но если, допустим, у меня есть произведение классика в современной обработке, тогда это уже интереснее, и они уже не воспринимают это как классику. Они думают, что вау, это просто бомба, трек. А потом, как узнаешь, что это там Вивальди, они такие, о, ничего себе, давайте еще раз. Это, по-моему, Ванесса Мэй, сразу ворвалась самая таким первая именно внесла такой оркестровый инструмент именно в массы, в современное восприятие. А вот что повлияло на ваш выбор инструмента, дальнейшего пути вообще в самом начале? Почему именно скрипку? На самом деле это было случайно. Просто у мамы была подруга, преподавательница. И мама спросила, хочешь сходить, попробовать? Я говорю, да, почему нет? И все, и первый урок прошел, мне так понравилось, было так интересно. И потом я пошла в музыкальную школу в 7 лет, и я думаю, а чем дальше заниматься? Наверное, надо дальше пойти в училище, и вот так вот постепенно, и в итоге вся моя жизнь. У вас очень необычной формы скрипка. Я так понял, что это электронная скрипка. Да, это электроскрипка. Это вторая моя скрипка. Я ее приобрела буквально недели 2 назад. Это уже качественная, ямаховская. То есть
До этого у меня была самая, ну, почти самая дешевая такая, чтобы для пробы понять вообще, как это устроено. Это же все равно по-другому, техника, это точно не мое. Ну вот муж все это изучает, помогает, настраивает, и мы решили взять уже полноценный инструмент, который, ну, эта разница все равно чувствуется. Елена, я думаю, и мы, и наши телезрители, они все хотят услышать вот звуки этой прекрасной скрипки и ваш профессионализм. Да, конечно, давайте. Угу. Прекрасно. Я себя поймал на мысли, что я первый раз слышу электронную скрипку. Вот Я не знаю, передает ли камера, но я вот просто абсолютно вся в мурашках. Потрясающее исполнение. Спасибо вам большое, Елена, за то, что вы в наше пятничное утро зарядили позитивом всю нашу республику такими прекрасными звуками. Да, мы желаем вам творческих успехов. Также желаем отличного настроения всем нашим зрителям на каналах Якутия-24 и канале НВК Саха. Всего доброго и до встречи на следующей неделе.